Александр Сергеевич, вот мы с тобой вчера сняли выдающего гостя, ученого, да, прям с большой буквы. Вот, и сегодня к нам приходил ветеран партии, один из руководителей советской Тувы, и он говорит, что в советское время были циклоны, дымоуловители, и была программа по ликвидации больших котельных. Представляете, какие-то сверхъестественные технологии. Слов таких сейчас я даже не слышу. Дымоуловители и циклоны какие-то были. Вот. Где это сейчас? А вообще, если вернуться к теме, вот как вы считаете, Александр Сергеевич, вот должны ли региональные власти наши вот из-за этого ученого мужичка прям жесткая схватка схватиться? Вот Дима еще вчера тебе говорил, после того, как мы отсняли сам сюжет, когда мы возвращались на монтаж, что любой регион с такими проблемами экологическими для населения, для здоровья. А вот если перебью, давайте перечислим, какие, допустим, есть такие регионы, где такая проблема есть. Красноярский край. Красноярский край наверняка. Иркутск тоже. Я думаю, что наверняка в Якутии есть что-то с этим связанное в регионах. Там так продолжайте. Топится углем, да? Потому что любые региональные власти всех рангов, от министров топлива и энергетики, от частных предпринимателей, от главы регионов и так далее, и так далее, и так далее, должны просто на руках этого человека носить. И как только он его запатентовал, как только прошли все тестовые испытания самого изобретения, сразу же внедрять его в производство. Вот все силы, которые есть, а они есть в информационном и законодательном плане, да, губернаторские каналы, государственные каналы, радио, газеты, да, говорить о том, что необходимо это внедрять и финансировать не только самого внедрения, но и дополнительную разработку, могут ли такие печи заменить в промышленных масштабах что-то, не частное домохозяйство, да, а именно там, чтобы они могли обогреть здания большей площадью, большей конструкции, большей архитектуры. Но вот что-то как-то, я, конечно, не бабушка Ванга, в будущее заглянуть не могу, но вот по ряду признаков субъективного характера, которые имеются, есть очень большое внутреннее сомнение, что, Дмитрий, мы вот это внедрение массовое при поддержке государства здесь увидим. Не что-то для словах из серии где-нибудь на всем известных каналах и социальных сетях от всех известных личностей, которых и так очень много в информационном поле будет сказано: вот у нас есть печь, вот у нас есть ученые, и все. Вот я больше чем уверен, что напишут и забудут. А сам доцент кафедры Тувинского государственного университета, который 16 лет за свои деньги, вот он вчера помимо камеры нам сказал, что он даже в отпуск не ездил, потому что денежные средства, которые отпускные, зарплата, он все вкладывал в эту печь, в огнеупорный кирпич, в металл, в проекты и так далее, и так далее, и так далее. Это время, это интеллектуальные затраты, это, естественно, отображается на семье, которая так или иначе каких-то благ ввиду даже небольших зарплат. Ну, согласитесь, ну какая зарплата вот у нас у доцента? Не думаю, что великая. Вот. Ну вот что-то подсказывает, что не будет этого, Дима, вот это обидно. Потому что вот возвращаясь там к, не будем страны перечислять там, да, которые отказались от угольной промышленности в течение 10 лет. Вот сказали, мы откажемся от угольной промышленности, и отказали. Есть такие страны в мире, перечислять их не будем. Мне вот что-то подсказывает, что там руководство, наверное, бы просто посмотрело на саму разработку, а здесь руководство посмотрело на саму разработку, и она бы в течение года бы уже была внедрена. На законодательном уровне все бы собрались, проголосовали, приняли бы нормативно-правовой акт, обязывающий людей поставить эту печь, выделились бы деньги. Потому что, как говорить о каких-то несбыточных вещах, что будет электрификация отопления, это газификация. Ладно, газификация, электрификации не будет никогда, потому что мы доноры-потребители. В Красноярске, вот вы как только читаете эту новость о том, что будет за счет электричества отапливаться частные домохозяйства, и что все хотят здесь перевести в Тыве на отопление за счет энергетики, вы зайдите и почитайте, что об этом думают руководство Красноярского края.
которое само хочет так сделать, это раз, и которое нам сюда поставляет энергию. А если они перейдут на электрическое отопление, кто нам сюда какие излишки энергии будет слать? Ну, вот это же как бы логика. Ну, сделают тут 1500 домов, я там не знаю, 4,5 улицы, и скажут, мы начали. А вот наш доцент с Тувинского государственного университета будет читать эти новости. И вот вы представляете его внутреннюю свою боль, вот этот вот разрыв, да, что ты для своего населения... Вот это самое важное, ну, понимать, да. Человек не продал этот патент куда-то за кордон. Не продал этот патент частному предприятию. Он пришел в правительство и отдал все. Бесплатно. Бесплатно, да. Я вчера сколько своим знакомым и предпринимателям, и просто друзьям рассказывал о его поступке. Некоторые люди даже вертели пальцем у виска, что он мог просто разбогатеть вот так. Но внутренняя составляющая человека, его внутренний стержень, я думаю, если вы видели с ним интервью, если вы читали с ним, видели интервью, читали с ним какие-то выпуски на других информационных источниках, вы поймете, вот просто вот есть, бывает такое, что у человека харизма не то, что при личном общении, она через экран там видна. Это очень порядочный, очень интеллектуальный, умный, скромный, да, и переживающий за свою родину, за свою малую родину человек. И вот если вот этого не будет внедрено там в ближайшее время, вот вы же видите режим этого черного неба над нашими с вами головами. Вот это как будет назвать? Какие здесь есть, скажем так, оправдания? Денег нет? Да ладно. Чего еще нет? Самого изобретения нет? Вот сейчас Дмитрий сказал про опыт советского времени, советской эпохи, какие-то дымоулавливатели, да, разгонятели, какой-то киберпанк воплоти вообще, который, ну, я не знаю, насколько это действовало, но думаю, если бы действовало, ну, не было бы такого количества сажи, вот если бы это действовало на 100%, да, потому что количество населения все равно растет и так далее, и так далее, и так далее. Будем надеяться, друзья. Ну, знаете, хочется верить, но верится с трудом. Да. Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, можете написать в комментариях ниже под этим видео. Всем добра. Идем снимать? Идем снимать.